Всем привет! Вы на канале True Gym, и сегодня мы обсудим самый громкий бой последнего времени между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером. Вот и настал момент истины, момент расплаты за все сказанные слова в адрес обоих бойцов. Пора проверить, чьи предсказания на бой сбылись и чья ставка прошла. Конор Макгрегор схлестнулся в неравной схватке против легендарного и непобежденного боксера Флойда Мейвезера, чтобы доказать всему миру, что боец ММА в своем дебюте на боксерском ринге может соперничать на равных с сильнейшим боксером современности. Конора в ринге как подменили. Редкие кадры, когда ирландец молчит, а на лице Флойда читается легкое волнение. Он успевает скорчить пару гримас, но у настроенного на нокаут Макгрегора даже бровь не дернулась. Первые 3 раунда прошли в ударной манере. Активный прессинг со стороны ирландца, который в ринге выглядит значительно крупнее своего соперника. Конор всячески пытается заявить о себе и своем превосходстве. Он делает отличные контратаки, легко двигается, уклоняется от ударов Флойда. Иногда даже можно увидеть интересные комбинации в его исполнении. А порой Макгрегор вообще опускает руки и начинает дразнить Мейвезера. Фанаты-ирландцы ликуют, когда их кумир завел руки за спину в первом раунде. Точь-в-точь как на одном из фото скандального спарринга против Пола Малиньяджи. Но реальность все же оказалась суровее ожиданий. Конора подводит его старый пробел, а именно физуха. Как верно подметил Хабиб Нурмагомедов, когда комментировал этот бой, в своих предыдущих поединках, например, против Нейта Диаза, выносливость ирландца оставляла желать лучшего. И действительно, дыхалки все меньше и меньше, тело все тяжелее и тяжелее, движения все менее четкие и менее быстрые с каждым последующим раундом. 12 коротких раундов оказались сложным испытанием для Макгрегора. Если с 1 по 3 раунды Конор реально выглядел конкурентоспособным, то все остальные забрал Мейвезер. Он постоянно усиливает прессинг, атакует все жестче и практически превращает эту встречу в бой в одну калитку. Конечно, ирландец в силу характера огрызается и время от времени выдает неплохие вспышки, особенно в начале каждого раунда. Но общую картину боя это никак не выравнивает. Флойд играет со своим соперником в свою игру. Как настоящий чемпион и король ринга в этом поединке, он дал Макгрегору показать все, на что тот способен, а затем просто стал отрывать от своей добычи кусок за куском. С 8-го раунда Конор в прямом смысле начинает выживать. 10-й раунд оказался для ирландца роковым. Макгрегор еле двигается, и удары Мейвезера практически все достигают своей цели. Поэтому совершенно правильным стало решение рефери в ринге Роберта Берда остановить бой, когда Флойд обрушил град ударов на еле стоящего на ногах ирландца. Конор уже не показывал никаких признаков сопротивления, а просто пятился назад, шарахался от каната к канату. Приятно было наблюдать, что после боя оба бойца выразили друг другу уважение. И в конце обзора хотелось бы привести слова победителя этой схватки Флойда Мейвезера. Это был мой последний бой, леди и джентльмены. 100% сегодня состоялся мой последний бой. Я выбрал правильного партнера для танцев сегодня. Конор жесткий соперник. Мы дали фанатам то, чего они хотели увидеть. Он был намного лучше, чем я думал. Но сегодня я был сильнее. Это был мой геймплан, не торопясь перейти в завершающие раунды и там все закончить. Мы хотели, чтобы в начале поединка он выбрасывал тяжелые удары. И через 25 минут он устал, замедлился. Если я не ошибаюсь, я гарантировал, что сегодняшний бой не пройдет всю дистанцию. Бокс – это адский вид спорта. ММА – это адский вид спорта. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Спасибо вам. Вот таким получился бой Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера. А что думаете вы по поводу самой схватки? Оправдал ли Конор ваши надежды? Поделитесь своим мнением в комментариях. С вами был Свежинцев Роман и Панин Вит. Специально для канала True Gym. Ставьте лайк и не забудьте подписаться. Ссылка в описании. До новых встреч!